Для кого не секрет, что у многих россиян сложился некий стереотип о профессии библиотекаря. Это скромный человек среднего возраста, с книгой в руке, сидящий вокруг огромного количества полок с книгами. Но на самом деле библиотекарь 21 века – это уникальная профессия. Сегодня я, Дарьян Кехва, в рамках проекта «Испытано на себе» попробую узнать, кто же они такие, хранители истории 21 века. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня пришла к вам не просто так, хотелось бы с вами познакомиться для начала и, конечно же, рассказать нашим телезрителям о том, что же такое, да, вообще жизнь в вашей библиотеке, чем вы тут занимаетесь и какие специалисты у вас работают. Отлично. Рада приветствовать вас в стенах нашей национальной библиотеки. Меня зовут Валентина, я являюсь заведующим Центра библиотечно-информационного обслуживания. И, как вы уже сказали, я попробую рассказать, как у нас работает библиотека и испытать на себе должность и роль библиотекаря. Вот так вот, да, вот обратите внимание, дорогие друзья, да, глядя на Валентину, сразу образ, да, того старого библиотекаря, который сидит с книжками среди таких пыльных полок, да, скромненько что-то пишет, сразу сломался. Вот первый человек, посмотрите, современный, модный, такой на стиле специалист, который работает в библиотеке. Очень Спасибо. рада знакомству, ну и давайте начнем. С чего Давайте начинается? начнем с того, что мы сейчас находимся с вами в историческом здании, поскольку основной корпус библиотеки закрыт на долгожданный ремонт, и всех читателей мы обслуживаем именно здесь. Вход у нас в библиотеку нынче со стороны, значит, улицы проспект Ленина, 40, и любой читатель, войдя в библиотеку, первым делом встречается с дежурным библиотекарем на кафедре регистрации, где пользователь, если он не является нашим читателем, он проходит небольшую, нехитрую регистрацию, значит, с помощью заполнения карточки, где нужно указать необходимые данные по паспорту. Я надеюсь, у вас есть паспорт с собой? Да, есть. Отлично. В памяти есть или надо печатным? Нет, можно и по памяти. По памяти Также есть. нужно указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Хорошо. И все это заверить, каждую страничку заверить своей личной подписью. Хорошо. То есть это делает каждый человек, кто приходит Да, к вам, да? обязательно. Хорошо. Далее вам выдается читательский пластиковый билет, который необходимо оплатить. Он стоит всего лишь 50 рублей. И вместе с билетом вам выдается гид-лист и небольшая информация для ориентировки по библиотеке и по тем услугам, которые, собственно, предоставляет наша библиотека. Также все заверяете дата и подписи. Все, готово. Итак, регистрационная карточка заполнена, и вот я становлюсь официальным, да, читателем Национальной библиотеки Республики. Читательский билет у меня есть. Все очень быстро, ничего сложного. Деньги забыла отдать. Итак, дорогие друзья, эта процедура занимает буквально 5 минут. И, пожалуйста, доступ имеете ко всему. И самое главное, что это все вот так. Нет тех самых корочек, которые, да, надо носить. Вот, все очень просто. 21 век. Валентин, куда дальше движемся? Так, давайте пройдем в отдел, который называется отдел национальных краеведческих фондов. Так. Здесь мы видим, значит, уютный, прохладный зал, где читатель получает доступ к национально-краеведческим документам, то есть книгам, журналам, газетам. Книги, значит, выдаются части из подсобного фонда этого отдела, либо заказывается из книгохранилища. Читатель получает данные документы и работает, собственно, в этом зале в тихой, спокойной обстановке. Испытано на себе. Так, значит, мы попадаем сейчас в зал, это правое крыло исторического здания, сектор электронных услуг. В начале, значит, 2020 года сектор электронных услуг библиотеки получил статус Центра обслуживания ГСА, то есть здесь можно регистрировать, подтверждать и восстанавливать учетные записи портала государственных услуг. То есть, и насколько я знаю, вот данный отдел пользуется огромным спросом, да? Да, совершенно верно. Здесь, значит, наши пользователи, посетители оформляют детские пособия, к примеру, подают заявочки на получение там загранпаспорта, либо российского То есть это паспорта. практически вот как мои документы, либо МФЦ, Да, да, То да, есть да. у вас статус такой же, да?
Да. И это очень удобно, да? Это Потому очень удобно, но смотрите, вот эти вот, записаться к врачу, допустим, да, или оформить детское пособие, в принципе, можно сделать и в домашних условиях, но, имеется одно такое, значит, но, к нам обращаются уже различные категории населения, там есть возрастные люди, пенсионеры, к примеру, да, либо мигранты, которые, к примеру, испытывают некие трудности в самостоятельной работе с компьютерной техникой, с интернетом, с порталом государственных услуг. И здесь как раз-таки на помощь приходят наши специалисты, которые ведут по запросу от и до, то есть снимают обращение нашего пользователя. То есть и даже сейчас мы видим, что за нашими спинами полная посадка, так сказать. Да, да. Здесь вот и мы видим люди пожилого возраста и люди помоложе, да. Оформление различных, да, услуг здесь происходит достаточно быстро, квалифицированно, а самое главное удобно, да. Да, наши пользователи, вот, нам, когда обращаются, они, можно сказать, хвалят наших сотрудников, потому что здесь не только общая консультация, она очень подробная. То есть, по большому счету, по запросу, в общем-то, мы берем за ручку нашего пользователя Да. и ведем его Кто бы от и мог до. подумать, что вот сегодня в современном мире можно в библиотеке оформить пособия детские, да, или, допустим, ту же самую пенсию. Оказывается, здесь, в нашей библиотеке, это Да, уже как 3 года. Также у нас здесь имеется еще одна услуга в этом кабинете, да, это небольшая кафедра дежурного библиографа, где сотрудник оказывает помощь в разыскании и подборе литературы различных вопросов, а также оказывает индивидуальную библиографическую консультацию. Ну, то есть, если, допустим, захотела выбрать литературу, да, но не надо там, как раньше, да, ходить по полкам, вставать на лестницу, да, проще подойти. Нет, но это вы тоже можете сделать, Тоже также можно. поработать с электронным каталогом вот, значит, на автоматизированном рабочем месте самостоятельно. Но если вы этого не хотите сделать и сэкономить время, то вы можете подойти к библиографу, и, собственно, он сможет вам помочь и снять все ваши вопросы. Ага, то есть и он указывает, где находится, да, эта литература или как? Да, Или- здесь можно ее заказать. А, Здесь заказать, либо получить справку, либо консультацию и так далее. Давайте что-нибудь попробуем. Может быть, вас интересует какая-то книга, либо какая-то тема, которая там, вам необходима для написания какой-то работы. И наш сотрудник попробует вам помочь в этом. так, хорошо. Но меня интересует литература, которая непосредственно могла бы помочь мне в работе, да? Хотелось бы, допустим, посмотреть какие-то работы на тему дикторского, значит, правильного произношения. Ну вот общая тема, да? И, соответственно, вы мне выдадите, да, что есть на эту тему? Да, правильно. То есть вот так, да? В принципе, все сейчас автоматизировано, да? Очень удобно, это сокращает, да, вот тот самый временной промежуток, да? И Да. больше. Представляете, дорогие друзья, более 200 книг по моей теме, да? А дальше уже задача сиди и выбирай дальше, да? Можно, конечно, Определенный год издания, к примеру, либо определенного автора указать. Так, ну что, спасибо большое. Здесь галочка, да, отмечена. Здесь побывали, все знаем. Если обязательно вас заинтересует это, приходите, попробуйте. Никто за это по рукам не ударит, да. И, конечно, вот сидят специальные сотрудники, которые всегда будут рады вам в этом помочь. Испытано на себе. Так, мы сейчас с вами поднимаемся на 2-й этаж. Здесь у нас находится исторический зал. Вот мы попадаем Ой, какой в светлый, уютное, просторный светлое, зал, да, да. зал. Здесь у нас кафедра регистрации, также дежурный библиотека. Также здесь у нас выставки небольшие, да, есть. Это последние поступления. И художка, и нонфикшн, и психология, менеджмент. Хорошо, а и вот всё такой прочее. вопрос. Сейчас вот срок нахождения книги у тебя на руках дома, он как-то фиксированный или Да. все зависит от литературы? Нет, выдается на руки до 2 недель с возможностью, значит, 3 раза продлить этот срок можно.
То есть нужно приходить отмечаться или все-таки Нет, это можно сделать? позвонить в единый центр колл-центра 455-855, назвать свой номер читательского билета и книжечку. И, собственно, вас отмечает о том, что вы продлили данную книгу, Да, поскольку то не есть- успели прочесть. Да, то есть 2 недели и продление. Сколько дней составляет? 3 раза. 3 раза по 3 2 раза недели? по 2 недели, да. То есть достаточно долго для тех, кто, возможно, Ну да. медленно читает. Книжки или выдаются занят. до 5 книг на руки, поэтому вдруг, если вы там не успели, и вы, может быть, живете в каком-то отдаленном районе Якутска, да, либо там в пригороде, и вам неудобно из-за одной книжечки ехать и возвращать, остальное еще не прочитано, то таким образом вы экономите время. Да, мы видим очень много современной литературы здесь, да, и классики, и, в принципе, Да. достаточно. Здесь у нас, видите, да, читатели работают со своими девайсами, гаджетами, то есть у нас здесь есть бесплатное покрытие Wi-Fi и также автоматизированные рабочие места, а также с выходом в интернет. Вот. Ну, то есть для того, чтобы воспользоваться услугами интернета, обязательно приобретать книгу? Или можно Нет, просто по нет. абонементу прийти и посидеть в интернете? Да, вы проходите на кафедру регистрации, говорите, что мне нужно, значит, работать за автоматизированным рабочим местом, вам выдается гид-лист, и вы спокойно проходите и работаете. Ну, то есть это очень удобно для студентов, да, вот, допустим, сейчас, да, мне кажется, потому что доступ в интернет сейчас у нас не везде, да, есть возможность, а здесь пришел и... Ну да, он достаточно быстрый, бесперебойный, то здесь так Огромный плюс, удобно. да? удобно. Ну, конечно, каталог наличии тех В книг, библиотеке, в которые общем-то, есть, ничего не отвлекает от работы и учебы. да. Мгм. Так, давайте мы попробуем обратиться к нашему специалисту. Это не читатель, это наш коллега. А я заметила, что все стильные — это ваши коллеги, обратите внимание, да? Так. Здесь мы хотим вам показать работу в электронной библиотеке. Это наш сайт nlrs.ru. Помните, я вам говорила про личный кабинет, и мы там отмечали в карточке, вы ставили галочки напротив подписных ресурсов. Я говорила вам, это необходимо для того, чтобы вы видели эти подписные ресурсы в своем личном кабинете. Давайте мы остановимся, значит, акцентируем внимание на подписных ресурсах. У нас есть подписные ресурсы, как Litres, EBSCO, EURITE и так далее. Доступ к ним у нас для читателей библиотеки абсолютно бесплатный. Если вы знаете, что Litres там книги читатель покупает, то здесь с помощью нашего читательского билета читатель книги получает, доступ к ним получает абсолютно бесплатно. То есть библиотека покупает книжечку, а вы ее читаете бесплатно. Книга также выдается на 2 недели, как обычная традиционная книжная. Это в приложении, то есть в своем гаджете? Да. Или ты должен Да. читать здесь? Нет, вы можете читать и в стенах библиотеки, и из любой точки мира, там, с помощью своего гаджета. Обязательно должен быть выход в интернет. То есть, примеру, дорогие да? друзья, вот По тот самый приложению. Litres, да, зачем за него платить? Можно лучше прийти, стать читателем библиотеки и иметь доступ к таким, да, вот, достаточно популярным, да, сервисам, и совершенно это будет для вас бесплатно. Но опять же там с ограничениями. С ограничением, да, там есть такая замечательная зеленая кнопочка «Запросите у библиотекаря». Библиотекарь видит ваш запрос и, собственно, дает вам эту книгу, купив. В случае по истечению этих 2 недель она просто блокируется, вы не имеете к ней Да, доступа. у вас уже ее не будет на книжной полке. Но если вы ее не успели прочесть, она вам очень нужна, вы можете подать повторный запрос. Вот так. И если как раньше, да, допустим, вот не принес ты книгу вовремя, что происходит в этом случае? Ну, Штрафные это, санкции, да, это очень плохо, это очень плохо. Нужно книжечки возвращать. возвращение. Да. Ну а в случае, если не смог, забыл, еще что-нибудь, то это Мы все напоминаем, мы звоним, либо отправляем уведомления на электронную почту, либо смс, либо звоним, в общем-то. Но по большому счету мы своих читателей не наказываем. Очень надеемся на совесть, поскольку книжечки закупаются для того, чтобы книга могла быть полезной для большого количества людей, для читателей, а не для Ну и одного то есть, человека. я думаю, сейчас, наверное, люди все-таки стали ответственнее, да? Ну хорошо, а мы движемся далее. Испытано на себе. Национальная библиотека республики уделяет огромное внимание сохранности фондов. И одна из процедур, которой они занимаются ежедневно, это реставрация книжных изданий. И рядом со мной находится Мария Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно, в рамках проекта «Испытано на себе» мы сегодня попробуем испытать ту самую профессию реставратора. Вот что мы сегодня будем делать, Мария Николаевна? Мы сегодня покажем
основные там моменты реставрации, процесса реставрации, основные моменты процесса реставрации. То есть основные моменты вашей ежедневной Да, работы, работы, да? ага. Хорошо, ну давайте уже приступим к делу. Мне очень интересно и хотелось бы уже все испытать вместе с вами. Ага, сначала тут книгу разброшуровываем, то есть разделяем на тетрадные листы. А как вы это сделали? Ну, нет, да, вот разбираем книжку. А, ну то есть сняли просто Ага, тот переплет, да? ага. И все это очищаем от клея и грязи механически. Потом следующий момент, промывка идет всех листов, например. Вот берем листочек Что и вы делаете? воду промываем. При промывке в воде происходит отбеливание, отбеливается лист, основа документа, и тут растворяются водорастворимые загрязнения. Подождите, а буквы-то не Нет, это печать не смывается. Ага. Очень интересно. Посмотрите, она просто так легко и просто, как будто бы это, знаете, такая ветошь некая. На самом деле это та самая бумага. Здесь есть ограничения по времени? Где-то 45 минут в воде. Допустимо, Ага, несколько раз меняем воду, конечно, нежелательно 3 раза или хотя бы 2 То раза. есть тем самым мы смываем пыль, да? Да, грязь водорастворимую, то, что можно промыть в воде. При сильном загрязнении можно промыть с мылом хозяйственным. Потом сушим на фильтрованной бумажке. Специальная бумага, да? Обратите внимание, мы видим, да, вот здесь то самое место, где нужно отреставрировать, да? Да, Вот она, та самая дырочка, и это возможно, да? возможно. Представляете, никогда не знала, что вот такие дырочки на бумаге можно вообще отреставрировать. Значит, вот так кладем. Просушим, но проходит определенное время там. Прессуем, конечно, но у нас тут все это быстро делается, да? А вообще сколько раз? Она должна быть полностью сухая? Да, сухая должна быть. Но перед тем, как это восполнять, называется утрата, вот эта дырочка, и, должна быть чуть влажной. Влажненькая, да? Влажненькая должна быть. Садимся, подбираем подходящий материал. Даже так. По цвету или по фактуре? По подбирать? фактуре, по плотности, по фактуре, вот, наверное. Вот это Давайте подойдет. посмотрим. 21, 25, 50 грамм. Так, посмотрите, вот, видите, есть такая некая почти палетка, да? Фактура. Здесь вот она, да, Плотность, действительно желтая бумажка. Прежде чем положить заплатку, восполнить утрату, надо подготовить. Японской бумагой мы укрепляем. Как называется? Японская бумага 9 граммов. Вот. Так. Тут должно быть нечетная сторона. На нечетной стороне, Ага. да? Прямо вот так. По размеру, По да? размеру попытайтесь. Вокруг дырочки. Ага. Очень сложная работа. Это все делается руками, да? Да, руками. Вот видите как? Так, как-то Мария Николаевна сказала мне вот так. Вот это уберем. А если чуть-чуть края ничего, выходят, ничего страшного. Ничего страшного. Работа с японской бумагой, так сказать, да? Это как такая, знаете, некая, как сказать-то, заплатка типа, да? Ну да. Поаккуратнее. Поаккуратнее, сказала Мария Николаевна. Обрываем руками, не ножницами, чтобы эти. Вот я хотела спросить, а почему нельзя взять резак или ножницы? Потому что они должны, как называется-то, приклеиться прям по волокну, по ходу. Короче, нам нужны вот эти вот такие волосики мелкие, волосик, да? ага, чтоб После этого мы каждый раз прессуем, но у нас тут, так как пресса нет, мы упрощаем. Просто приклеиваем вот так.
Вот уже готово. Теперь Давайте посмотрим. Вот посмотрите. у нас есть первая заплаточка. Нет, это еще не заплатка. Это мы еще не заплатка. Так, Так. кладем вот сюда. Ага. Теперь так, с четной стороны. Вот так. Теперь вот закладку. чётная сторона. Восполняем утрату. Восполняем утрату. У вас так много, да, там бумажек, да, мелких. А то есть теоретически так можно же и восполнить, допустим, документ, да, который был, ну, допустим, Да, да. свидетельство о рождении или Да, еще да, что-то. да, Возможно так, да? Любой документ на бумажной основе. Вот так. И прям кусочком бумаги. А по ходу обрываем кусочек. Опять, да, вот так вот? Приклеиваем. Вот теперь, подождите, сейчас уже скальпель нужен. Вот, возьмем такой скальпель. Удерживаем и вот так обрываем, не заходя в это. Хорошо, так. Для этого и нужен стул световой. А, чтобы видеть вот эти все, да? Границы, переход. Лучше привстать здесь, кажется. Работа ювелирная. Не спеша. Главное, не спеши. Да. Руки дрожат от страха. Вот у вас и работа. Меня даже в жар бросило. Вроде одну дырочку приходится залатать, а на самом деле... Так, На это часик, бывает целый час. да вы что, вот на такую маленькую дырочку. Да. О, практически идеально. Нет, еще, это только начало. Мария Николаевна говорит мне, это только начало. Вот это надо излишки убрать. А вы не боитесь повредить там вот текст? Нет, Не повредится? не повредится. А это какая-то древняя книжка, да? Нет, просто для примера, для образца. Я как-то не доверила вам. Да. Ну, теперь вы. Хорошо. Сейчас как бы дополнительной дырочки не получилось. Ничего, Так. залатаем. Все, теперь с этой стороны. Ну, это выглядело вот так. То есть вот этот темный, да, краешек? Мгм. Сильно не надо. А сколько лет вы работаете реставратором? Ну, где-то лет примерно 15-16. Очень интересная у вас работа. Если там... Подсохла, да? Да. Убираем еще. Ой, Ничего страшного, сейчас исправим. ой, это что такое? Ничего. У меня прям все в дырочках. Вот обратите внимание, правая сторона была обработана Марией Николаевной, а левая сторона Дашей. Сразу видно на лицо, да? У кого опыт, а кто впервые это делает? Ничего, научитесь со временем. Теперь под пресс ложится. Подвес? Под пресс. Под пресс. Ага. До завтра. И все? И все. Нет, подождите. Подождите, говорю. Под пресс до завтра. Вот на другой день. На другой день, допустим, Вот. наступило завтра. Да. А, И вот, смотрите. На другой день будет вот так выглядеть наша дырочка после пресса. после пресса, подсохшая. Дальше что мы делаем? Шьем блок. Шьем. Ага, тетрадные листы. Из тетрадных листов мы формируем блок. Уже все шьем сейчас. А можно отключать оттуда. Мгм. И убрать, можете сидеть вместе. Хорошо. Я беру и Буду сидеть. Представляем, что вот
так произошло у нас все идеально. Да? С помощью реставратора Марии Николаевны у нас получилось залатать дырочку в книжном листе. Восполнить утрату. Восполнить утрату, правильно говорит реставратор. А далее что мы делаем? Собираем тетрадные листы по номерам, там постранично, порядок приводим. Мгм. Примерно так пусть будет. Ага. Как все сложили. Прежде чем зашить, нужно этот форзац, например, вот этот обычный простой приклеенный форзац приклеить сюда, на тетрадку, и шить ее. А прошиваете вы по тем же старым дырочкам, которые были, или по новым? Можно так, можно. Я сделала, например, тут 3 пропила ножовкой, и вот отметила тоже начало и конец. Так, А нитки обыкновенные используете? обыкновенные, обычные иголка обыкновенная. А вот эти жгутики для чего? Ну, для прикрепления нижнего блока к переплету. Без них никак. Так, следующее. Теперь вы Ага. Теперь я. сюда, вот сюда, и вот на эти пропилы выходите, Хорошо. захватываете Жгутик и жгутик туда и дальше. туда обратно, сюда. Всё Это же понятно. Так, пропил, в этот пропил. это дело мы покажем уже на камеру, Мгм. как бы зафиксировать, что все-таки я это сделала собственноручно. Захватила жгутик и обратно. Пропил. А где у нас? Ныряю в пропил. Мгм. Подождите, а где у нас тут эта страничка? Вот. Чувствую, процесс затянется на ближайший час. Так, хватаем жгутик и обратно вот сюда. Вот сюда. Где вот карандашиком помечено, выходим и повторяем до конца. Это можно завязать, чтобы не развязалось. Это Сюда еще не завязала. все? Да, А конечно. что значит до конца? Ну, пока книжка не закончится. Все, А. сколько тетрадных листов, столько надо прошить. Представляете, мы прошили только вот сколько тут? 2 тетрадные листочки. Вот. Представляете, а если книга в 100 страниц? Не в 100, иногда бывает 1000. Ну, мы представим, что на этом наша книга завершилась, Да. хорошо? Представим, что у нас очень узенькая книжечка, вот этих листов и не было. Вот, то есть вот такое интересное, да, Мгм. событие у нас произошло, а дальше вы уже Дальше, вот ага, вот. представим, что мы все Прошли, прошили. да. Покажем, куда мы жгутики дели, а то гляжу, здесь нет жгутиков. Да, это шитье другое, например. Разлохмачиваем, распускаем шнурочки. А вы ведете учет, сколько, допустим, книг вы отреставрировали или уже нет? Да, ведем. Да? В год 63 по плану. Должны, да? Должны. 63 штучки Да, полноценных книг. да. Ну вот, смотрите, в общем, даже разлохмотить вот этот жгутик ушло достаточно Да. много времени. И когда мы его разлохматили, мы что делаем? Вот так, например, все разлохмачивается. И Распределяется, да? как-то? нет, вот это приклеивается на переплет, например. И поверх Поверх вот эту нашу. форзац приклеивается. Вот так вот, да? То есть это такой для дополнительного Да, сцепления, да, да? да, да. А это ваша работа, да? Ага. После реставрации книжки помещаются в контейнер. В контейнере то же самое. Мы изготовляем. Посмотрите. То есть здесь не было... Да, вот так лучше покажите. Вот. Ой, с ума сойти, посмотрите, какая работа была сделана. Книга 1954 года. И смотрите, все упаковывается вот в такие специальные Вот боксы. 1890. 1895 год. год. И видно, что вы здесь сделали вот переплет, да, и вот та самый форзац, да? Мгм. Так. Вот еще. 55 год. И на это все есть определенные же, да,
правила и требования. Вы не можете сделать это так, как вы решили, да? Ну, Это все делается по Да, правилам, да, да, да. обязательно. да, да. А здесь вы еще сделали вот кожаный переплет, да, или что-то? Нет, Было это, так? это корешок называется. Корешок кожаный, да? А, мы вот здесь его видели. Мгм, Вот такой вариант, да? мгм. Кожаный корешочек вот так делается. Спасибо большое, Мария Николаевна, что позволили мне испытать хотя бы чуть-чуть, да, вашу профессию реставратора. И, конечно, мы благодарим вас за это. И побольше бы нам таких классных специалистов. Но, с другой стороны, вы у нас уникальная, и вы одна, да? Плохо, что я одна. Должна быть замена. Например, я также, вот, например, листовую реставрацию я делаю и переплет. А должно быть листовой другой специалист должен делать, а переплет другой переплетчик. Ну, чего мы вам, собственно, и желаем. Да? Спасибо. Может быть, рано или поздно появятся у нас Хорошо. такие специалисты. Итак, дорогие друзья, наше испытание в Национальной библиотеке продолжается, и мы увидимся совсем скоро. Испытано на себе. Находясь в самой крупной библиотеке нашей республики, я задалась вопросом, а как же выглядит самая старая, самая древняя книга в нашей библиотеке? А еще стало интересно, а как же выглядели первые печатные издания на якутском языке? Именно поэтому я решила посетить научно-исследовательский центр, книжный памятник, где меня уже ждет специалист, который, я надеюсь, расскажет, а самое главное, покажет эти уникальные экземпляры. Здравствуйте! Здравствуйте. Ну, Екатерина, ваше место работы говорит само за себя, да? Книжный памятник, значит, здесь, наверное, должны быть какие-то интереснейшие экспонаты. Мне уже не терпится посмотреть на них, ну а самое главное, показать нашим телезрителям. Конечно же, у нас есть такие старинные книги. А для этого нам нужны перчатки То есть, для сохранности фондов. То есть У нас- голыми руками трогать нельзя, да? Да, голыми руками нельзя. Тут у нас представлены первые издания книг на якутском языке, рукописные книги. И вот у нас Так, самое, что здесь, если мы будем говорить? самое, вот перед вами самое старинное издание Национальной библиотеки, которое хранится в Национальной библиотеке. Это книга, изданная в 1695 году. Переплет, 1695. переплет сделан из свиной кожи. Можно ее трогать, да? Да, Ну, вот, наверное, всем нельзя, да? всем нельзя. Итак, дорогие друзья, внимание. Открываем аккуратненько, да? На иностранном языке, да? У меня аж руки дрожат, когда ты держишь такое в руках своих, да? Очень такая уникальная вещь просто, да? Ну и она в хорошем состоянии, да? Практически Да. все листики целые, да? И вот тот самый переплет, да? Обратите внимание, посмотрите. Старина прям на лицо, да? Хорошо, вот здесь мы видим, да, еще какой-то. Ой, очень интересно. Обратите внимание, вот здесь прям видно, что это, посмотрите, какой переплет, да? Здесь дерево, я так понимаю. Дерево. Вот здесь нужно аккуратненько открыть. Что это? Давайте посмотрим. И какой год? 1912. Архангельское Евангелие. А переплет, смотрите, 1877 написано. Вот видите, что-то тут вообще очень интересно, да? Ну вот здесь прям, обратите внимание, какая красота. Может, вы полистаете немножко, а то я боюсь, сейчас решу что-нибудь. Да уж. Очень интересно, да? Посмотрите. Так, и как я хочу обязательно это дело все понюхать. Опять же, да? То же самый запах. Не особо отличается от 1600 года, да? 95. Вот, смотрите, тут все, вон, видите? Немножко время все-таки дает о себе знать. Так, аккуратненько убираем. Ну а здесь уже
издание попроще, да? Посвежее, так сказать. 1800 трудов И тоже опять на иностранных. иностранном. Ну да, мы видим, что здесь уже качество страниц дано в лучшем виде. Здесь то же самое, здесь. Это вот самые такие древние, да, ваши экспонаты. Очень интересно. Переплеты, да. Очень красиво и интересно. Так, мы больше не будем мучить данное издание, закроем. А что касаемо литературы, ну вот, или издательских каких-то моментов на якутском языке? Самый первый у нас, какой датой? Вот, можете пройти сюда. Угу. Тут у нас тоже выставлены. Вот, 1819 года. Есть 1819 год. Издан в Иркутске. Тут издания, которые вышли в Иркутске. Но это 1819 год, 21 страница, да? Очень интересно. Так. Здесь у нас 1821 год, 36 страниц. Это все в Иркутске. То есть мы собираем с разных городов, да? Здесь у нас Москва. московские издания, да, на якутском языке. 1858 год, но под вопросом. Указание пути в Царствие Небесное и поучение на якутском языке. Вот так. То есть это у вас выставочный, да, зал. То есть люди могут прийти сюда и посмотреть их воочию, правильно? Да. Но доступа к ним у, допустим, читателей нет. Нет. Для обеспечения сохранности они могут просто смотреть. Но в электронном варианте они есть. Они в электронном варианте есть. Да, то есть можно... Можете по QR-коду Мгм. пройти. То есть при желании, в принципе, можно Ознакомиться. да, с... Так, здесь у нас 1887 год. Это казанские издания. Часослов на якутском языке. Канонник на якутском языке. Божественная литургия святого Иоанна Златоустого. И трепник на якутском языке. Очень, очень интересное, да? Прям соприкоснулась с историей. Хорошо. А где вообще хранятся вот эти уникальные? Здесь-то выставочный зал, да? А где хранится большая часть тех самых уникальных изданий? Наш уникальный фонд хранится в нашем книгохранилище, который после реставрации был оснащен специальными шкафами. Угу. Пойдемте посмотрим. Давайте пойдемте посмотрим. Так. Шкафами. Хорошо. Читатели имеют доступ в этот зал или нет? Читатели нет. Читателей нет. У нас Вот, уникальная посторонний возможность. вход воспрещен. Действительно, написано красным по белому. Посторонний вход воспрещен, но нам можно. Сегодня нам можно. Итак, что здесь у нас? Здесь у нас основной фонд, дореволюционный русский фонд. У нас фонд научно-исследовательского центра книжных памятников. В нашем фонде хранятся по разным коллекциям. Это получается русский основной фонд, до 1917 года дореволюционный фонд, якутский краеведческий фонд, периодические издания, первые периодические издания. Также есть русская книга до 1830 года, которую мы смотрели там. И также есть личные коллекции ученых, североведов, историков, видных деятелей республики и России. И вот про вот эти шкафы вы как раз мне и говорили, да, то, что вот после ремонта у вас теперь все оснащено такой современной техникой, да? Итак, те самые уникальные шкафы, наверное, это правильно будет, для хранения, стеллажи, да? Как вы сказали, нужно крутить, да? Да, крутить. Куда? Туда Налево. крутишь, и что? И двери открываются. Да. Ой, сейчас порву себе рубашку. Да, и вот ты попадаешь в уникальные
помещение. И смотрите, то есть подскажите, пожалуйста, к этим книгам не имеет доступа никто, кроме сотрудников библиотеки, да? А, Посетители не могут, да? Посетители могут читать в стенах исторического зала. То есть можно прийти почитать, но забирать с собой, конечно же, домой нельзя, да? Но нельзя. потрогать их можно, да? Да, потрогать можно, но они в большинстве случаев оцифрованы. Ну, то есть можно лучше в электронном. Вот, ну вот, допустим, посмотрите на вид. Книга, перетерпевшая, наверное, много лет, а мы посмотрим. 1865 год. Толковый словарь Живаго великорусского языка. Очень интересно, да? А сколько примерно книг здесь в наличии у вас? В нашем фонде хранятся более 34 тысяч книг, изданий. Очень, смотрите, вот еще. Здесь можно просто часами ходить и восхищаться, да? Ой, что-то совсем маленькое. Такс. Не вижу, какой год. Но это Илиада Гомера. Тоже все очень такое тоненькое, аккуратненькое, да? Здесь все у вас под контролем, да, то есть влажность, свет, потому что, ну, книги же, наверное, рассыхаются здесь, да? Но именно благодаря вот таким такому помещению все в сохранности, да? Да. Диву даешься. Ну, а мне понравилось покрутить, надо обратно еще и закрыть. Ой. Вот так закрывается и открывается совершенно другой стеллаж. Вот так. Пожалуйста, красота. Тут у нас личные коллекции. Среди них есть коллекции известных ученых-североведов, этнографов, историков. Это Глафира Макарьевна Васильевич, Илью Самуиловича Гурвича, Чунера Михайловича Таксами, Клавдии Александровны Новиковой. То есть эти коллекции, наверное, зачастую приносят родственники, да? Родственники, которые хотят сохранить память о своих предках. Да? Некоторые сами, вот, например, Глафира Макарьевна, она сама завещала, передала свою библиотеку, получается, в 1971 году в Национальной библиотеке. Вот, да, ее дарственная коллекция. Да. Глафиры Макарьевны Васильевич. Отлично. Екатерина, спасибо большое, что провели такую небольшую экскурсию, а самое главное, разрешили притронуться, соприкоснуться с историей нашей республики. Напоминаю, дорогие друзья, что в этом фонде можно прийти в выставочный зал и посмотреть все воочию, но некоторые экспонаты, как вот самую, да, древнюю книгу, трогать нельзя. Это был лишь единичный случай, да. Ну а также вы, к сожалению, не сможете пройти, да, в книгохранилище, но приобрести оттуда книгу и поработать с ней, почитать, посмотреть вы можете здесь, да, в выставочном зале. В стенах Национальной библиотеки. Также, пользуясь случаем, приглашаем всех жителей посетить нашу библиотеку. Еще 10 или 20 лет назад библиотека была одним из главных источников получения информации. Тогда были переполнены читальные залы, огромные очереди стояли за самыми свежими изданиями. Сегодня все намного проще и все доступнее. И такая профессия, как библиотекарь, сегодня она не только актуальна и популярна, так она еще и востребована. Я свой выбор сегодня сделала и уже знаю, как я проведу свое свободное время. Читайте книги, дорогие друзья. Увидимся совсем скоро. Испытано на себе.